Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 12 января 2024 года, 20 часов 2 минуты по Берлину, 20 часов 21 час 2 минуты по Джохару. Валейкум салам, вайнах, машвой. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. У нас могут возникнуть проблемы с интернетом, потому что какие-то неполадки были перед самым началом. Поэтому, я переключусь, у меня все уже готово, если что, имейте в виду. А так, как говорится, поехали, днем. Итак, друзья, как обычно, я начну, извиняюсь, что опоздал на 2 минуты, так как был немножко занят. Как у нас идет интернет? Тянет? Не тянет? Витаю, Асланбек, республиканец, Хамзат, Андро, Шамиль. Всех я вас витаю. Алейкум ассалам, ашдувайхшу. Ну, вроде интернет тянет, я так полагаю. Или не тянет? Сейчас проверим. Самое проведем. Так, друзья, напоминаю вам, ставьте лайки. Пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. В отличие от многомиллионных каналов, многомиллионников, наш канал всего лишь 36 тысяч и около 200 подписчиков. Это вещать. Они постоянно жалуются. Не только фашистская Россия, но и Украина на нас жалуется. Вот это мне благодарность такая от Украины, за то, что я столько топлю за Украину. Такая братская благодарность. Братская. Может быть, и не братья вовсе казался я им, видимо. Так, ориентировка противников. Втраты противников склали на 12 января 2024 года от Генерального штаба Сбройных сил Украины. За прошедшие сутки ликвидировано 840 террористов, 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 1 антиаэркрафт, 1 БПЛА, 16 автомобилей техники и цистерны и 2 спецтехники. Слава ЗСУ! Что я могу сказать? Ну, алейкум ассалам, Волкану. Аллах эту бойла, Аллаху акбар, дейрейс вал Волкану, вай массейра бойлах дал эту, ночью ом бойлах дал эту. Так, сегодняшний свой стрим я назвал «Античеченская пропаганда и откровенный фашист от власти Украины». От 12 января 2024 года. Дело в том, сразу приступлю к теме сегодняшнего своего стрима. Дело в том, что несколько дней назад у такого деятеля, который себя именует, очень громко именует себя журналистом, Владимир Золкин и его подельник, выпустили ролик, где они с очередным пленным бичом разговаривают, потом по-другому его не назовешь, потому что этот бич сидит и ему втирает, что все правильно, что Путин молодец и так далее. И Золкин сидит, хлопает глазами. И пообщавшись вот с этим террористом, который пришел убивать украинцев, на 36-й минуте вот этот террорист затрагивает тему чеченцев. И он говорит, что там он был где-то в окопе, и в этом окопе находился какой-то чеченец, чех, как он его называет,
который сказал: в случае, если ты отступишь, то я тебя расстреляю. Ну, речь идет о чеченоговорящем кадыровце. Или кто там. И там есть, нужно понимать, что есть кадыровцы, а есть еще есть военные, которые тоже служат фашистской России, но они против Кадырова. Там у них такие есть. Потом еще есть старая советская номенклатура, как в Украине она есть, которой принадлежит Золкин и нынешняя, по всей видимости, власть Украине, которые борются за власть во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Так вот, выпустил на 36-й минуте, тот сказал про этого чеченца, кадыровца, или там подхолопного, который сказал, что я тебя застрелю. Там буквально 2 минуты, может 3 минуты разговаривали о чеченцах. И после этого Золкин называет свой ролик «В узде и аморальность сознания». Затем на 43-й минуте этот фашист Золкин на 43-й минуте заявляет на видео, когда тот говорит, пленный говорит там слово «Ахмат», это есть такое бандформирование, которое пришло воевать в Украину. Все, за это цепляется Золкин и начинает этот Ахмат раскручивать. Причем он прекрасно потом уже в разговоре с Золкиным он признался в этом, и не может он этого не знать, что в этом Ахмате служат далеко не все чеченцы. Со всей России собираются вся вот это бичье, которое едет зарабатывать легкие деньги и убивать своих братьев-украинцев. Но почему-то Золкин на это внимание не обращает. Затем на 57-й минуте, там с чем-то секундами, обменами занимается чеченец, говорит Золкин. И это его, видимо, смущает Золкина, что вот обменами со стороны фашистской России занимается вот этот кадыровец или там подхолопный. Ну, скорее всего, военнослужащие, потому что там воюют в основном чеченоговорящие военнослужащие. Потом на 1 час 5 минут опять снова заявляет Золкин о том, что россияне любят палку, а палкой их бьют чеченцы, говорит Золкин. И говорит, это же ваши слова вот этому террористу, которого пленили украинские воины. Хотя тот этого не говорил. Он говорил, Золкин показывал вот этому пленному русскому, показывал видео, где якобы какой-то чеченец бьет палкой пленных украинцев. Но тут Золкин говорит ему, этому пленному, явно вынуждая его согласиться со своей вот этой фразой, что россияне любят палку, а вот палкой их бьют чеченцы. Хотя бил даже со слов Золкина, били пленных украинцев. Я не говорю, это хорошо или плохо, не об этом сейчас речь, чтобы сразу понимали, о чем я хочу сказать. Дело в том, что весь вот этот видеоролик Золкин пытается представить чеченцев, насильно гонящих русских на эту войну. Золкин игнорирует абсолютно логику, игнорирует факты и абсолютно нагло утверждает. Я после общения с ним еще больше уверен, что Золкин и его вот это кодло, и его пособник вместе с ним, который работают на русских и вредят национальным интересам Украины. И об этом я сегодня хочу с вами поговорить. Я хочу вам это все обсудить и хочу эту тему поднять, этот вопрос. Потому что в других роликах, далее что произошло? Я пишу комментарий по этому поводу, у себя пишу на канале, захожу на канал к Золкину, ему пишу комментарий. И через 5 где-то часов мне Золкин отвечает. И говорит, если у вас есть какие-то вопросы, мы можем поговорить на эту тему. Если не вы, а если ты хочешь со мной поговорить, мы можем поговорить. Я даю согласие на это, он мне присылает свой телеграм, и мы пытаемся связаться с ним по телеграм, но у меня не получается.
видеозвонок сделать по Telegram, потому что Золкин хочет именно по видеозвонку со мной говорить. Потом он дает мне свой WhatsApp, и мы с ним по WhatsApp записываем, разговариваем, и я записываю наш разговор на аудиоразговор. Фотографирую его во время разговора и записываю наш разговор. И его я выложил, вы можете его посмотреть. Кстати говоря, как у нас со звуком дела, друзья, потому что у меня здесь были сбиты настройки, я их перенастраивал, и я думаю, может сейчас получше звук халдаться, а я знаешь в ютубе то, что у нас есть, пожалуйста, напишите. Как у нас со звуком? Не фонит, не шуршит. В итоге разговор вы все слышали, тот, кто слышал. Мы разговариваем с Золкиным. Золкин ведет себя по-хамски. Когда я его прошу не вести себя по-хамски, раз ты позвонил и решил как-то выяснить этот вопрос. Человек, который, например, к нему имеются какие-то претензии, и он хочет решить этот вопрос, то он должен сперва выслушать, потом разобрать полностью все, что я сказал. И если он не прав, признать, а если я не прав, то признать мою ошибочность, моих суждений. Но Золкин, который управляется властью Украины, я очень раньше щепетильно относился к некоторым вещам, но уже так много украинская власть перешла границ по отношению к чеченцам, что я не собираюсь больше так здесь любезничать и буду вещи называть своими именами. Украинская власть совместно с русской оккупационной властью пытается перевести агрессию с русских, которые начали эту войну, на чеченцев. Причем и русских тоже, и украинцев пытается сделать. И это не только вот это видеоролик Золкина. Потому что видеоролик Золкина это только один из штрихов. Одна из капель, которая переполнила чашу моего терпения. Мы знаем, что Верховная Рада Украины признала нашу страну оккупированной. Мы знаем, что она признала, Верховная Рада, что совершен геноцид над чеченским народом. Но президент Украины не подписал этот документ. И дальше ничего не пошло. Хотя огромнейшая благодарность Верховной Раде за это. Также мы знаем, что Владимир Зеленский всячески, всегда, во всех своих разговорах пытался принизить чеченский народ и его сопротивление. Говорил еще в самом начале войны, что это самая большая война, самые большие жертвы, самые большие потери. Хотя вот там с момента распада Советского Союза, с начала Второй мировой войны, эти все эпитеты касались именно Чеченской Республики Ичкерия. И сейчас русские приблизительно достигли той цифры, если исходить из независимых источников, которые приближаются к потерям русских в войне против чеченского народа и государства. И вот такая вот ситуация. Нигде Зеленский никогда не упоминает Чеченскую Республику Ичкерия. Зеленский обращается к кавказцам, призывая их подняться к сопротивлению против фашистской России, против оккупации. Обращается на фоне мемориальной доски имама Шамиля. Имама Шамиля, который был имамом Чечни, дагестанцем по национальности, который бежал из своего Дагестана, его приняли чеченцы, сделали его своим главным амиром, имамом, это тогда называлось. И после 25 лет борьбы против Российской империи, имам Шамиль, когда чеченцы потеряли 90% своего населения, 90% своего населения, когда чеченцы разъехались по всему миру, как сейчас мы разъехались, в том числе по всему миру, имам Шамиль сдался русским в плен
и спокойно доживал свою жизнь в Калуге. И получал от русского царя жалование, а его сыновья служили в царской армии. И для нас, чеченцев, имам Шамиль оставил очень плохую память о себе. Мы не говорим о нем чаще всего плохо, просто не хотим этого касаться. Но Шамиль был аварцем по национальности. И Шамиль, аварец, завещал не воевать против России. И аварцы с тех пор следуют этому призыву. Хотя имамом он был в первую очередь у нас. И мы его сделали тем, кем он стал известен на весь мир. И вот на фоне вот этого деятеля, которого прекрасно знают чеченцы, обращается к аварцам, скорее всего, и другим народам Кавказа поднять восстание. Но мы все смеемся над этим, мы все это знаем. И вот этих вещей, которые накапливаются русские батальоны или там с имперскими названиями, русские там корпусы, как они там называются, древнеримские имперские названия. Есть у одного названия и позывной Цезарь, тоже, как мы понимаем, имперский термин. И вот этих вещей очень много накопилось. И возвращаясь к Золкину и его вот этому подельнику, экзотическому, там, Дмитрий его, по-моему, зовут, которые пренебрежительно в фашистском тоне отзывались о чеченцах, о пленных кадыровцах. Золкин называл их только чеченцами. Никогда на сорта он нас делить не собирается. Но украинцев, едущих воевать в Украину с Россией, он делит на сорта. Украинцев, воюющих за Россию, предателей Украины, с Донецка, с Луганска, с Крыма, со всей другой территории. И сам Золкин является предателем Украины, на мой взгляд. Он делит на сорта. А вот чеченцев он почему-то не делит. Чеченцы гибнут, чеченцы сражаются в Украине. Чеченцев выдают украинские власти, как выдали Тимура Тумгоева России на пытки и смерть. Сейчас он получил 18 лет и переносит жесткие пытки, жесточайшие пытки Тимур Тумгоев. Ингуш по национальности, который входил в батальон шейха Мансура. Санкции, наложенные на батальон шейха Мансура перед самым началом войны, а потом снятые. Они рассчитывали, что чеченцы разбегутся тогда. На батальон шейха Мансура наложили санкции, и они рассчитывали, что чеченцы обидятся, плюнут и скажут: горите вы все синим пламенем, и уедут оттуда. Но чеченцы не уехали. Ни Муслим Чеберлоевский, ни его товарищи. Хотя их вынуждали к этому. И когда началась война, когда потребовались воины, не такие, как Золкин, а настоящие, вот тогда сняли с них санкции. И я ожидаю, что фашистская Россия вместе с фашистской властью Украины или частью фашистской власти Украины ведут античеченскую пропаганду и готовят нам, скажем так, сюрприз для чеченцев. Дело в том, что Россия вошла в цугцванг, называется это в шахматах. И когда любой следующий ход приводит к плачевному результату, ухудшению твоего положения. Каждый день Россия теряет, если верить ЗСУ, теряет около батальона, около 1000 человек каждый божий день для того, чтобы Путин с Патрушевым прожили еще один день в Москве и при власти. Русские гибнут почти 1000 человек каждый день. Каждый божий день. И они умоляют американцев, Запад, украинцев не свергать их. Они просят их оставить у власти для того, чтобы сохранить террористическую банду КГБ, СССР, ФСБ. И дело в том, что в этом им помогают
СБУшники, ну, скажем так, украинская власть. Украинская власть помогает им в этом деле. И ведется такая целенаправленная пропаганда по всем фронтам, понимая, что из Украины войска выводить придется. Русские на грани уже. Если бы за все это, опять возвращаясь, здесь столько просто есть что сказать, возвращаясь к тому, что делал Арестович, который сейчас выбрал правильную сторону и оказался, наконец-то хватило, самый умный оказался Арестович, который был на стороне, который топил за русских и помогал русским. Ему хватило ума сейчас уехать в Америку и оттуда вести свою деятельность. Я так полагаю, что он сделал правильный выбор. И Золкину и всем остальным я бы тоже посоветовал бы в сторону Америки ехать, а не в сторону России. Потому что Россия заведомо проиграла. Заведомо просто. Понимая за все это время Арестович и военный преступник, под командованием военного преступника, воевавший Марк Фейкин, вот эти два человека, вместо того, чтобы поднять дух украинцев, они таким образом якобы поднимали его, чтобы не было паники. Не нападать на Россию, не показывать, что мы победим Россию. Не как Джохар Дудаев говорил, драться на смерть против фашистов. Он делал какое-то полезное дело. Именно тогда Арестович нанес максимальный вред украинскому народу и украинскому сопротивлению. Я со всей ответственностью это заявляю. И после этого, после вот всех вот этих событий, которые привели нас уже почти к 2 годам широкомасштабной войны, когда коррупция, опозорившая всю Украину, привела к тому, что Сенат начал уже задавать... Извиняюсь. У меня стрим, Муслим. Саганы девалати гвенекса стримююч. Так, друзья, я вынужден откланяться. Здесь некоторое время уже Тагаев Сайхан и его деятели, его там товарищи долгое время пытались, долгое время, уже почти несколько недель, идет прессинг на бизнес моего брата, Сайхан Агаев и другие вот эти деятели, которые здесь есть. Сейчас они приехали, сейчас они разговаривают с своим братом, поэтому я вынужден буду закончить свой стрим, вы меня извините. Пытались, этот пытался, Сайхан Агаев пытался, еще там есть один ингуш по имени Юнус. Это тоже связано с Демирхановым. Вот эти люди уже на протяжении 2-3 недель терроризируют нас. Наш бизнес, людей, с кем мой брат работает, бизнес брата, его компаньонов. И идет очень такая массированная ситуация. Поэтому я сейчас вынужден просто закончить свой стрим и продолжим про фашистов, которые терроризируют нас и там, и здесь, в Германии. В следующий раз. Шумасера адикюэль маш оэль. Все будет Ичкерия, Господи, благослови Америку.